Десяток молодых мужчин уезжают на автомобилях к местной речке. Каждый взял с собой орудие труда, горячий чай в термосах и боевой настрой на продуктивную работу. Местность называется Харангалах. Мы вот здесь ежегодно заготавливаем лед. Это примерно в 5 километрах от нашего наследия. Толщина сейчас уже, вот как видим, примерно 20 плюс, да? Более 20 сантиметров. Поэтому работа будет нелегкая. Первым делом идет расчистка поверхности льда от снега. Затем специальным орудием печней начинается разметка территории. Помимо печни хорошо помогает финская пила. Бензопилу ребята не используют, предпочитая механические орудия труда. Затем начинается отделение прямоугольных ледовых блоков, каждый весом от 50 килограммов, которые извлекают из воды при помощи специальных саней и складируют неподалеку. Ребята работают сообща и слаженно. Здесь нет новичков. Все приучены к этому традиционному занятию народа Саха. Например, Дыган Кандаков, сотрудник местной пожарной части, на заготовке льда участвует с самого детства. Сначала я, наверное, снег чистил. Потом потихоньку отец приучил. С братьями тоже ходил вот ежегодно. Самое сложное в этом процессе первый лед. Весь надо печней. И потом потихоньку уже начинается все легче и легче. И самая приятная часть работы какая? Приятная когда заканчиваешь эту работу. Она трудная, много энергии берет. Это умение в семье Дыгана Кандакова передается из поколения в поколение. Да, я отец многодетной семьи. И сын у меня пока маленький, но его в дальнейшем буду приручивать к этому делу. С собой возьму, наверное, 6-7 лет. Первый кузов льда готов. Трактор сразу же отправляется в село по первому адресу. Первый лед привезли Людмиле Петровой. Участник СВО, мой родной брат. Он служит 24-го года, по контракту поехал. Этот лед нам хватит, да, надеюсь, на зиму хватит. И очень хорошо. Очень здорово, что они помогают нам. Всего лед должны доставить по списку примерно 15 семьям. В основном это семьи участников СВО и одиноко проживающие пожилые люди. Уважение к традициям и взаимопомощь – две главные мотивации молодых людей, которые в выходной день предпочли не сидеть дома, а активно помогать односельчанам. Виолетта Засимова, Хангаласский улус.